Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. Вся полиция Кыргызстана ловит новую и таинственную звезду местного интернета Нураим. Скандальная незнакомка каждый день меняет дорогие иномарки, нарушает все правила дорожного движения и фотографируется среди высших чиновников. Государственный номерный знак по имени Нураим не выдавался. Турция обвинила Россию в этнических чистках сирийских туркоманов. Россия отрицает. Но удары возмездия за сбитый Су-24 наносились именно по тем районам, где живут этнические турки. Последние эти заявления, которые мы слышим из Анкары, они все больше и больше напоминают проявление какой-то бессильной злобы. Юань рухнул, рубль скачет вслед за ценами на нефть. Удержится ли казахстанский тенге? Так или иначе, 80% ВВП – это нефть. Бунт в российском бизнес-сообществе. Бизнесмены не хотят молчать и говорят властям правду в лицо. Вы уж как-то определитесь, чтобы с этой овцы брать одну шкуру. Народный банк Китая вновь обрушил курс национальной валюты до 6,4 юаней за доллар. Это минимальный показатель с 10 августа 2011 года, передает Рейтер. Это произошло на фоне решения Международного валютного фонда сделать юань одной из своих резервных валют. Резкое падение юаня по отношению к доллару оказалось очень неприятным сюрпризом для инвесторов. На протяжении последних месяцев Китай демонстрировал силу собственной валюты и обещал к 2020 году открыть для инвесторов большинство секторов своей финансовой системы. И всего лишь месяц назад китайская валюта достигла своего трехлетнего максимума. Эксперты считают, что нынешнее снижение может больно ударить по партнерам КНР, особенно по тем странам Центральной Азии, ресурсная экономика которых тесно связана с Китаем. Ситуацию в центральноазиатских экономиках, в особенности нефтедобывающего Казахстана, может усугубить волатильность нефтяных цен и связанная с этим нестабильность российской экономики. Рубль падает на фоне беспрецедентного снижения стоимости барреля нефти. Цена на нефть марки Brent опять опустилась ниже психологической отметки $40 за баррель и составила $39.99. Даже премьер-министр России Дмитрий Медведев признал, что, цитата, «цена на нефть не радует. Можно считать, что сейчас она находится на самой низкой отметке за последние 20 лет». Нестабильность на китайских и российских валютных рынках потянула за собой казахстанский тенге. Он продолжил слабеть, но пока финансовым властям республики удается избежать катастрофического падения нацвалюты. Глава Нацбанка республики никаких прогнозов не дает, поскольку цена на нефть, от которой республика находится практически в прямой зависимости, постоянно меняется. У нас на связи наш корреспондент Дмитрий Беляков. Дмитрий, здравствуйте. Что говорят эксперты по поводу ослабления тенге? Ожидают ли они очередного обвала? Здравствуйте, Динара. Курс доллара неумолимо ползет к антирекорду и уже преодолел отметку в 310 тенге. Тому причиной несколько важных факторов. На курс национальной валюты в первую очередь влияют мировые нефтяные котировки. Как рассказал журналистам председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев, курс тенге меняется плавно и не всегда синхронно с падением стоимости нефти, потому что влияние цены на баррель на валютный рынок не происходит напрямую, а зависит от экспортеров, которые принимают решения по стоимости валюты. При этом глава Нацбанка воздержался от каких-либо прогнозов, заявив, что все зависит от рынка. Отдельные игроки финансового рынка могли привлекать тенговые ресурсы от того же Национального банка и тут же использовали их для спекуляций на валютном рынке. Мы сейчас этот процесс стабилизировали. Соответственно, мы пытаемся экономическими стимулами к таким игрокам применять санкции, чтобы они не выигрывали от таких операций. И я думаю, мы здесь добились успеха. То есть, во-первых, вы видите, что валютный рынок сейчас находится в балансе. То есть спрос и предложение. Национальный банк не сдерживает обменный курс, как думают некоторые. Казахстанские эксперты, в свою очередь, говорят о существовании очень сильных нивелирующих факторов, которые сдерживают цены на нефть в Казахстане и препятствуют резким скачкам курса, о так называемой невидимой руке Нацбанка. Традиционно то, что декларирует Национальный банк, и то, что происходит в реальности, это две большие разницы. Если еще совсем недавно тенге держали на отметке 307, чтобы она не падала вниз, то сегодня ее держат от верхнего значения. Но и выравнивать до конца, отыгрывать все девальвационные ожидания Национальный банк пока не рискует.
Так или иначе, 80% ВВП – это нефть или нефтезависимые отрасли. Это огромные проблемы и у туристической отрасли, и практически у всех отраслей, которые обслуживали нефтяной сектор и существовали на перераспределении вот этих вот нефтяных денег. Важный фактор влияния на курс тенге – стоимость еще одной резервной валюты – китайского юаня. Напомним, что Народный банк Китая опустил курс национальной валюты до 6,4 за $1 США. Это уже второе понижение за 2 дня. И курс юаня достиг 4-летнего минимума. По словам премьер-министра Казахстана Карима Масимова, текущий курс тенге он считает равновесным. При этом глава правительства сообщил, что дал поручение Министерству финансов, Министерству национальной экономики и менеджерам Нацбанка просчитать, как скажется на бюджете дальнейшее падение стоимости нефти. К примеру, если она уйдет в другой ценовой коридор, до $30 за баррель. Динара, вам слово. Спасибо, Дмитрий. Таджикское правительство пытается вернуть государству ранее приватизированные объекты собственности. В Душанбе развернулся скандал вокруг здания столичного центрального универмага, акции которого в 90-е годы силой заставляли выкупать его сотрудников. Тогда им пришлось влезть в долги и многие годы расплачиваться. Возврат столичного ЦУМа в собственность государства акционеры называют не иначе, как экспроприацией. С подробностями Анушервон Арипов. Тогда в 93-м году $100 найти было очень тяжело. Тогда люди хлеб не покупали, а мы акции покупали со слезами на глазах. Сегодня акции ЦУМа, принадлежащие Малике Холмуродовой, превратились в ничто, по ее словам. А в 90-е годы ради них она продавала и закладывала свое имущество. Расплачиваться с долгами пришлось многие годы. Это сейчас банки появились. А тогда банки не было. Раньше частное лицо давало деньги. Брали под расписку, нотариально брали. Документы это закладывали и брали под проценты. Под большие проценты мы покупали эти акции. Вот лично я сама 6 лет проценты только выплачивала. Акции покупала не только Малика, но все сотрудники универмага. Не ради дивидендов, о которых в 90-е годы даже не думали, говорит женщина, а только, чтобы ЦУМ не закрылся, и они не потеряли работу. Нам сказали, что вот помогите государству, купите вот это вот, нужна государственная помощь. Поэтому купили, мы вкладывали сюда. Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом, который распоряжался продажей акций сотрудникам магазина, уже 6 лет настаивает, что аукцион проводился с нарушениями и ЦУМ должен быть государственным. В конце ноября экономический суд города Душанбе удовлетворил ходатайство госучреждения, оставив в силе решение 2012 года. Сегодня неожиданно, 8 число, когда мы пришли на работу, вокруг полностью у ЦУМа стоят милицейские, стоят в гражданском, представители Генпрокуратуры. Они хотели представить нам новое руководство ЦУМа. Несмотря на то, что акционеры подали апелляцию в Верховный экономический суд, госучреждение уже перевело универмаг в государственную форму собственности, говорят сотрудники. При этом не был составлен ликвидационный баланс, не погашены дебиторские задолженности и, самое главное, люди не получили денежную компенсацию, на которую имеют право, согласно решению того же суда. Они сейчас нам, говорят, нет, вы сейчас станете государственным, потом мы будем выплачивать. Но где это видано? Товарищи, чтобы вы приобретаете недвижимость, значит, деньги обещаете занести потом. Смена формы собственности уже произошла, и поэтому акционеры уверены, что проиграют и в высшем экономическом суде. Однако борьбу они продолжат. Теперь будут биться за то, чтобы им компенсировали все расходы. Справедливо. В общем, за 100% акций ЦУМа будут просить около $10 миллионов. Малика Холмуродова в том, что заплатят, сомневается. Судьям и госчиновникам она не верит вообще. Поэтому вместе с другими акционерами написала письмо на имя президента страны Эмомали Рахмона. Малика уверена, что помочь может только глава государства. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.
Уже неделю вся полиция Кыргызстана разыскивает новую звезду местного интернета. Пользователь под ником Нураим 9999 стремительно набирает популярность благодаря своим снимкам в Инстаграме. Туда девушка выкладывает фотографии на фоне дорогих автомобилей с именным номером. Некоторые пользователи считают, что эти машины принадлежат правительственному кортежу, а сама Нураим является дочерью высокопоставленного кыргызского чиновника, который не писан ни закон, ни правила уличного движения. А почти детективная история. Адилет Бектурсунов. Снимками дорогих автомобилей в социальных сетях уже никого не удивишь. Новый тренд – именные номера на них. Новая звезда интернета прославилась благодаря уникальной надписи на номерном знаке автомобиля. Пользователь под ником Нураим на протяжении нескольких месяцев размещал на своей странице в Инстаграме дорогие тонированные автомобили с именным номером Нураим. И все бы ничего, если бы не выяснилось, что номер этот поддельный. Да, по сообщениям Государственной регистрационной службы, данный номер, государственный номерной знак по имени Нураим не выдавался. Он однозначно подложный, потому что такого номера не существует. Среди прочих увлечений девушки – лихачество на дорогах. В сети появились видеоролики, где прославленная Нураим, так ее прозвали в социальных сетях, разъезжает на своем внедорожнике по Бишкеку и нарушает всевозможные правила дорожного движения. А на этих кадрах она уже передвигается серьезным кортежем. Такие же автомобили со спецсигналами сопровождают первых лиц государства. В социальных сетях уже начали поговаривать о избалованной дочери высокопоставленного чиновника. На ее странице есть фотография, сделанная из верхних этажей Белого дома. Кто она такая? Говорят предположение о том, что она занимается арендой автомобилей. То есть она предоставляет свадебные кортежи. Нет такого. Мы свадебные кортежи проверяли. Мы с свадебными кортежами, которые вот этот арендуют, с ним провели беседу. Когда беседу провели, они говорили, нет, говорит, мы не знаем. Расследованием нашумевшей истории взялись инспекторы дорожно-патрульной службы. Уже неделю сотрудники милиции не могут установить личность девушки. Кроме виртуального имени, о самом пользователе ничего не известно. На своих фотографиях девушка всегда скрывает лицо. Ни ДПС, ни МВД, никакие другие органы не могут обнаружить этого субъекта, говорит о том, что, говорит просто о некомпетентности органов. А что тогда мы можем говорить о террористах, да, или о тех, кто реально угрожает общественной безопасности или государственной безопасности? И опять же, это упущение ГРС, что частная компания занимается выпуском номеров, и она по сути бесконтрольная. Любой из вас, если у вас есть деньги, можете обратиться в эту компанию и сказать, я хочу себе номер там Айбек. Страница Нураим в Инстаграме стремительно набирает популярность, а вокруг самой персоны разыгрывается настоящая детективная история. Милиция на днях задержала нескольких автовладельцев, чьи машины засветились на странице ее аккаунта. Она подошла со своим госномером, попросила оставить фото. А вы лично с ней знакомы? Нет, я с ней не знаком. А почему вы тогда разрешаете ей фотографироваться на фоне вашей машины? Девушка просила. В Инстаграме она пишет, что вот в Геленваген 1060 является, владельцем является ее шеф. Нет, вообще не знаю. Звезда Инстаграма впервые после шумихи появилась на своей ленте несколько дней назад. Кто там искал мой номер? На этот раз девушка сфотографировала себя в лифте отеля, предположительно в Арабских Эмиратах. Следом появилась еще одна фотография, на которой именной номер Нураим крепят уже на другой внедорожник. Все эти номера в Бишкеке ищут, а они уже в Эмиратах. Ты у нас звезда. Пользователи в сети в основном находят смешной историю, где девушка водит за нос милицию уже целую неделю. Самой же героине за неоднократное нарушение закона грозит смешной штраф до 60 американских долларов. Адилет Бектурсунов, Азат Нтымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Далее в программе. Турция обвинила Россию в этнических чистках сирийских туркоманов. Россия отрицает, но удары возмездия за сбитый Су-24 наносились именно по тем районам, где живут этнические турки. Последние эти заявления, которые мы слышим из Анкары, они все больше и больше напоминают проявление какой-то бессильной злобы. Бунт в российском бизнес-сообществе. Бизнесмены не хотят молчать и говорят властям правду в лицо. Вы уж как-то определитесь, чтобы с этой овцы брать одну шкуру. Коллеги, да.
Очередные шокирующие кадры Рейтер и захваченной войной Сирии. Это опять Алеппо. Неопознанные самолеты нанесли авиаудар по району Салхин. Несколько бомб попали в местную хлебопекарню, возле которой в этот момент стояла очередь за хлебом. Вы видите кадры этого авиаудара, который кто-то из очевидцев снял на мобильный телефон. Опять среди пострадавших и раненых дети и женщины. Те, кто находился рядом, утверждают, что авиабомба убила на месте как минимум 8 человек. Десятки были ранены. Местная больница переполнена пострадавшими в ходе этого авианалета. Сегодня они попали в пекарню, 8 человек погибли. Вчера они разбомбили водокачку, на которой люди брали воду. Зачем они это делают? Зачем они стреляют по этим целям? Российский МИД отреагировал на обвинение турецкого премьер-министра в этнических чистках туркменов и других суннитов на севере Сирии. Напомним, что Ахмед Давутоглу заявил, что российские войска уничтожают и изгоняют с мест проживания этнически близких туркам туркоманов. По сообщению Рейтер, Давутоглу считает, что военнослужащие вооруженных сил России делают это, чтобы создать безопасную зону для российских и сирийских военных баз в Арабской Республике. МИД Российской Федерации, в свою очередь, считает эти обвинения беспочвенными. Относительно заявления турецкого руководства, которое, я не могу сказать слово «обвинила», потому что все-таки под словом «обвинить» какой-то смысл скрывается, но заявила о том, что Россия якобы проводит этническую чистку в Сирии. Ну, эти заявления, они вообще... Их, собственно говоря, понимаете, и комментировать-то как-то странно, потому что они говорят о полной оторванности руководства Турции от жизни, от реальности, от того, что реально происходит в регионе. Последние эти заявления, которые мы слышим из Анкары, они все больше и больше напоминают проявление какой-то бессильной злобы. Анкара неоднократно обвиняла Москву в том, что российская авиация наносит удары по районам, в которых проживают сирийские туркмены. Их защиту турецкие власти, в частности, представляли как причину, по которой был атакован российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в операции в Сирии. Но после инцидента с бомбардировщиком ситуация только усугубилась. Некоторые западные турецкие СМИ назвали российскую операцию возмездия за сбитый самолет карательной, поскольку удары наносились по территориям, где проживает почти 2,5 миллиона туркоманов. Поводом для турецких властей обвинить Россию в этнических чистках могли стать и заявления российских политиков и военных, которые открыто говорили о мощнейших ударах по сирийским туркменам в отместку за убийство российского пилота. В частности, министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал, что зачистку на севере Сирии вели именно российские спецподразделения. А недавно представитель российских ВВС подробно объяснял обстоятельства мощнейшего удара по поселениям туркоманов с воздуха. В результате этой работы эти территории освобождены, и силы специальных операций и спецназ сирийской армии, силы специальных операций России. По указанному району наносились массированные удары российскими бомбардировщиками и реактивной артиллерией сирийских правительственных войск в течение длительного времени. Михаил Ходорковский, которому в России были предъявлены новые обвинения в убийстве мэра Нефтьюганска в 1998 году, ответил российской генпрокуратуре из Лондона. Он провел там пресс-конференцию, где заявил, что инициатором нового судебного преследования он считает лично президента Владимира Путина, а причиной – нежелание российских властей отдавать акционерам ЮКОСа присвоенные ими 50 миллиардов долларов. По самому делу информации более чем достаточно. Наберите в любом поисковике и наслаждайтесь. Так что я на эту тему скажу вкратце. Убийство было раскрыто в том же году, в котором оно и было совершено, в 1998. Были найдены исполнители, они были арестованы, но потом по непонятным причинам отпущены и убиты. Версий было несколько. О них вы также сможете прочесть при желании. Фальшивая привязка сотрудников ЮКОСа возникла только в 2003 году, после моего публичного выступления
по поводу коррупции в высших эшелонах власти, которая крайне не понравилась президенту Путину. Фальсификация обвинения потребовала замены исполнителей. Этим исполнителям, новым исполнителям, пообещали небольшие сроки за лжесвидетельство. Об этом они рассказали в суде. Выходом из тяжелого политического кризиса в России Ходорковский называет грядущую революцию против власти выходцев из КГБ. В отсутствии института честных выборов и иных механизмов законной смены власти, единственный способ ее смены – это революция. Революция в России неизбежна. Остатки резервов и угроза репрессий лишь оттягивают ее неизбежное наступление. Между тем, не все российские бизнесмены готовы молчать. Крупный российский менеджер и предприниматель Дмитрий Потапенко в ходе заседания Московского экономического форума открыто назвал экономическую политику российских властей перепиливанием, а эмбарго – переделом рынка, присосавшимися к чиновникам компаниями. Его выступление получило широкое распространение в социальных сетях. Если отключить первую кнопку ТВ и изъять из нее ключевые 4 новости, то нам хохлы мешают, то нам еще кто-то не мешает, то и новостей не будет. Вот. А 4 нокаутирующих удара нанесены исключительно нашими экономическими властями. Это эмбарго преступное, которое введено конкретно под передел рынка, конкретными абсолютно присосавшимися к государственным чиновникам, компаниям, привело к отсутствию конкуренции и росту цен. Это запретительные и запредельные ставки кредитования. Это нам не Обама их сделал. Это такой же указ об уничтожении продуктов, который непонятно, там 4 гусей давят тракторами и далее по списку. Это, безусловно, налог Ротенберга, который прекрасен. Очень хочется, чтобы наконец-то о нас забыли, как забыли в свое время в 90-х. Бандиты 90-х, конечно, были сволочами резкими, но, надо сказать, налоговый, таможенный и АБЭП, я боюсь, что существенно хуже. В ответ чиновники, присутствовавшие на форуме, попытались обвинить Потапенко в принадлежности к оппозиции и непрофессионализме, чем вызвали еще более резкий ответ бизнесмена и аплодисменты присутствующих. Мне понятна разочарованность нашей оппозиции, когда дальнобойщики не вышли под политические лозунги, пытаясь решить экономические проблемы. Вы меня в оппозицию не вписываете, это раз. Вы уж как-то определитесь, чтобы с этой овцы брать одну шкуру. И проблема только в этом. Если вы конкретно под конкретную контору перепиливаете всю экономику, мы это знаем. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarrenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.